Тюасседан Васаллах парламентской стикеты Лахтара. Добрый день, уважаемый Михаил Ефимович, Алексей Ильич, народные депутаты, приглашенные. Сегодня, согласно плана Постоянного комитета по силовой и аграрной политике, а также по инициативе первого президента Республики Саха-Якутия, государственного советника Республики Михаила Ефимовича Николаева, проводим парламентские слушания об исполнении закона Республики Саха-Якутия о личном подсобном хозяйстве граждан в нашей республике. В парламентских слушаниях участвует председатель Государственного собрания Алексей Ильич Еремеев, первый президент Республики Саха-Якутия, государственный советник Михаил Ефимович Николаев, но, к сожалению, Михаил Ефимович участвует по видеоконференц-связи. Заместитель председателя Государственного собрания Виктор Николаевич Губарев, заместитель председателя правительства Республики Михаил Викторович Никифоров, председатели постоянных комитетов, народные депутаты, члены правительства, руководители министерств, ведомств, представители муниципальных образований в основном подключены в режиме видеоконференции. Так, кто подключен по ВКС, прошу зарегистрироваться с указанием фамилии, имя, отчества. Программа проведения парламентских слушаний у вас имеется, но примерно продолжительность нашей работы по плану составит 2 часа. Постараемся уложиться в это время. С основным докладом по данной теме выступит Михаил Викторович Никифоров. Далее приступим к вопросам и ответам, потом выступление. Но первым делом оглашаю регламент. Продолжительность доклада, основного доклада до 20 минут. Вопросы и ответы докладчику до 3 минут. И выступление до 5 минут. Угу. Так. После этого рассмотрим проект рекомендаций с учетом внесенных предложений, примем проект рекомендаций парламентских слушаний и подведем итог. Но тема парламентских слушаний актуальная. Личное подсобное хозяйство – это одно из основных видов ведения хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве. Для многих семей в сельской местности является личное хозяйство основным по производству сельхозпродукции для удовлетворения личных потребностей, и источником доходов. У нас занятие сельским хозяйством, в том числе ведение сельского хозяйства, связано с традиционными видами и исторически сложилось с давних времен. С момента перехода на рыночные отношения в народном хозяйстве, в том числе в сельском хозяйстве, руководители республики и республиканские органы власти проводят плановую объемную работу по поддержке личных подсобных хозяйств. Эта работа по государственной поддержке личных подсобных хозяйств необходима и важна в нашей республике, где экстремальные природно-климатические условия для ведения сельского хозяйства связаны с большими материальными затратами и трудности при реализации произведенной продукции. Об этом мы сегодня услышим от руководителей и министерств, ведомств, которые занимаются предоставлением государственных услуг для участников соответствующих государственных программ. Зададим им
интересующие, уточняющие вопросы, выскажем свои видения и предложения. Так, пожалуйста, Михаил Викторович, с основным докладом, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия. 20 минут.